Добрый вечер. 22 марта, вторник. Это 754-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». 22 года заключения. К такому сроку приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко российский суд Донецка. Ее признали виновной в убийстве двух российских журналистов. Надежда Савченко с июля 2014-го находится в СИЗО в России. Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили сепаратисты, а затем принудительно переправили в Россию. Показания самой Надежды и ее сестры суд не принял во внимание. Надежда не дала судье дочитать приговор и начала петь украинские песни. Вопросы статьи 296-299 КПК приговорила. Предлагает Савченко Надежду Викторовну Зимову на совершение преступления. Президент Украины Петр Порошенко готов обменять Савченко на задержанных в Украине российских грушников. Об этом он заявил после вынесения приговора украинской летчицы российским судом. Під час зустрічей на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення Надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку. Я, в свою чергу, готовий передати в Росію двох російських військовослужбовців, затриманих на нашій території за їхню участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ знаходиться на фінальній стадії. І одразу після їх завершення я готовий шляхом відповідних процедур забезпечити їхній виїзд до Російської Федерації. В столице Бельгии серия терактов. Уровень террористической угрозы поднят до максимального, 4-го. В результате взрывов в аэропорту Брюсселя погибли не менее 13 человек. Порядка 35 пострадали. Взрывы произошли у стойки American Airlines в зале вылета аэропорта и на взлетной полосе. Все рейсы отменены. Из аэропорта всех эвакуировали. Через некоторое время раздались еще два взрыва в брюссельском метро. Это произошло на станциях Мальбек и Шуман. Погибли как минимум 15, ранены 55 человек. 10 в критическом состоянии. Теракт связывают с арестом на прошлой неделе подозреваемого в парижских терактах Салаха Абдесляма. В Украине отреагировали на теракт в Брюсселе. Президент Украины Петр Порошенко осудил взрывы и выразил соболезнования семьям погибших. Председатель службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил об усилении мер безопасности. В повышенную боевую готовность приведены все подразделения СБУ, в первую очередь подразделения антитеррора. Щойно надійшло повідомлення про декілька терористичних актів, декілька вибухів в столиці Європейського Союзу Брюсселі. Вибухи були здійснені в аеропорту, в метро. На цьому тижні терористичні атаки пролунали в Туреччині. Мір, світ кардинальним чином змінився. І Україна, і світ ще довго не повернеться до мирного життя. Я не хочу бути голослівним і стверджувати про щось, але я не здивуюся, якщо за цими терактами у Брюсселі з'явиться російський слід. В Крыму, в Джанкойском районе, провели обыск у делегата Курултая крымских татар Римзи Муратова. Его подозревают в причастности к блокаде Крыма и связи с руководителем штаба Ленуром Ислямовым. На момент проведения обыска Муратова в доме не было. По словам жены, ничего подозрительного в доме не нашли. По мнению главы ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедляева, это последствия совещания в Ялте по борьбе с терроризмом. Официальные комментарии российских правоохранителей отсутствуют. Накануне в Крыму глава Совета безопасности России Николай Патрушев провел совещание, на котором заявил о сохранении угрозы дестабилизации ситуации на полуострове.
Причина обыска – дело Ислямова. Мужа тоже якобы подозревают. Пришедшие решили провести обыск, искали какие-то улики. Понятых привели с собой, пьяных. Рядом с ними противно было находиться из-за перегара. Они все время просили пить. В доме все обыскали, проверили компьютеры, но ничего не нашли, не изъяли. Ремзи дома не было. Он рано утром уехал в Симферополь. Они созвонили с ним по телефону, сказали, что повесткой его вызовут на допрос. Еще один обыск в селе Веселое Судакского района. К делегату Курултая Шевкету Усманову пришли российские силовики. Дома были 2 сына и его жена Эльмира. Сам Усманов сейчас находится в Киеве. По его словам, ОМОНовцы не выносили из дома ценных вещей и не подбрасывали запрещенных. Также 3 часа обыск проводился у главы Красногвардейского регионального меджлиса, делегата Курултая Учкун Девлетшаева. Пришли с постановлением Киевского районного суда Симферополя, искали огнестрельное оружие. Сам он в это время находился на работе. Жене не дали возможности позвонить мужу. Позже силовики уехали на работу к Девлетшаеву, где его и допросили. И в основном вопрос спрашивали меня про Ленура Ислямова. Что, когда, как вы познакомились. В основном вот подрывом электропередач и электропередач вы участвовали в этом, вы помогаете там. Они наверняка стараются запугать, что ли. Не надо подниматься, не надо там собираться, не надо что-то делать. Я в этих дни как раз совершаю сейчас спектакль проводить у себя в районе. И отлично все уже привезли, все раздаю, хожу, как говорится. Может быть, и это тоже влияет. Чтобы вообще мы, крымско-татарский народ, не поднимали. Подвергшиеся обыску отношения к блокаде Эленуру Ислямову не имеют. Об этом заявил сам Ислямов. По его мнению, силовики путем запугивания хотят склонить делегатов Курултая к сотрудничеству. Никто из них к блокаде никакого отношения не имел. Они имеют отношение к крымским татарам. Обыски делают у людей, которых нет дома, у людей, которые являются делегатами Курултая. Это говорит о том, что делегатов Курултая принуждают к сотрудничеству. Если люди не готовы к сотрудничеству, их будут заставлять к сотрудничеству. И на их примере показать всем остальным, как мы можем. Вот посмотрите, как мы можем. Мы супермашина держава, мы будем летать над вашими домами вертолетами. Мы будем вас утюжить этими танками, которые постоянно греются, рядом там будут под вами ходить. Солдаты, зеленые человечки. Мы вас будем показывать, какая у нас мощная полиция, какая у нас мощная армия. Что даже Америка нас боится. Это игра мускулами. Это расчет на то, что люди будут в страхе, забившись в угол своих домов, своих квартир, будут сидеть там. Но оккупант ошибается. Невозможно сломить наш народ, потому что невозможно было сломить. Даже одного Мустафу Джемилева не смогли сломить. Поэтому здесь народ весь никогда не присягнет и не покорится. Народ будет всегда готов к сражению. Мы Крым вернем, поэтому здесь даже сомнений быть не может. И земля эта была крымско-татарской, сейчас крымско-татарская и будет крымско-татарская. Никогда не будет ваша. Русский оккупант, услышьте меня. Из более 200 обысков в Крыму 95% прошли в домах крымских татар. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, выступая на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Джемилев перечислил нарушения российскими оккупантами Женевской конвенции о защите гражданского населения. В частности, 70-я статья предусматривает, что государство-оккупант не может преследовать, арестовывать и судить граждан оккупированной территории за действия или мысли, совершенные или высказанные до оккупации. В ООН требуют освободить крымских политзаключенных. Об этом сообщается в совместном заявлении от имени 41 государства в Совете ООН по правам человека. В заявлении призывают российские власти к немедленному освобождению граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Ахтема Чийгоза. Также других активистов, которые были незаконно захвачены в Крыму, перевезены в Российскую Федерацию и преследуются в судебном порядке в нарушении основных норм правосудия и международного права. В центре Кировограда прогремел взрыв, пострадали 2 человека. По данным правоохранителей, взрыв произошел около 11:00. Сдетонировало неизвестное устройство, которое оставили в металлическом баке для мусора. Повреждены 3 автомобиля, припаркованные неподалеку от места происшествия. По информации полиции, предварительная квалификация преступления – покушение на убийство. Характер и происхождение взрывчатого устройства будет установлено после проведения экспертиз.
Российский министр обороны прилетел в Крым. Сергей Шойгу прибыл на полуостров, чтобы проверить организацию боевой подготовки и ход строительства объектов учебно-боевой и социальной инфраструктуры на полуострове. По словам официального представителя Минобороны России, во второй половине дня министр улетел на Кубань. Там он проведет аналогичную работу в соединениях и воинских частях. Еще 3 крымским татарам запретили въезд на родину. 18 марта Рустем Гугурик, Бекир Гугурик и Белял Ситумеров получили от российских пограничников сообщение, что им запрещен въезд в Крым до 2021 года. Рустем говорит, что в последнее время, когда он ездил в Крым, на админгранице его часто задерживали российские ФСБшники и интересовались, не причастен ли он к гражданской блокаде Крыма. Останавливают, паспортный контроль прохожу. Уже фотографию смотрят, вызывает ФСБ. Рядом охрана, ставят пограничника, а потом приносят паспорт. Все счастливо. Дали вот такую бумагу. Вы до 2021 года не можете въехать в Российскую Федерацию. Когда вот это возвращали, я говорю, на каком основании вы можете объяснить? Бумага у вас на руках, там есть пункты, статья. Читайте в интернете. Приехал, читаю. Мы, оказывается, угроза населению. В Судаке снесут дома крымских татар в районе аквапарка. Судакский горсовет 23 марта собирается осуществить судебное решение по сносу 6 домов крымско-татарских семей, сообщает КХА. Люди начали строиться в этом районе в 2000 году. В 2006 Судакский горсовет отдал землю в аренду бизнесмену Пилишину. В 2008 году апелляционный суд вынес решение о сносе этих зданий. Местные власти тогда не выполнили постановление суда. После аннексии Крыма России Судакский горсовет принял решение об отказе Пилишину в аренде данного участка земли. Кроме сноса 6 домов, крымские власти собираются снести в Судаке торговые точки, принадлежащие председателю регионального меджлиса Ильверу Аметову. В Киеве неизвестные нанесли изображение в виде свастики на дверях мусульманского центра для молодежи. Произошло это в ночь с 21 на 22 марта. Представители центра собираются обратиться в милицию. Обнаружили в час ночи надпись «Нет ислама» и знак фашистов. Камеры зафиксировали у нас двух мужчин, которые это делали, которые не скрывали свои лица. Лица видны на камере, и которые написали это, конечно, мы в шоке. В первый раз мы встречаемся с этим, в первый раз мы сталкиваемся с этим, и поэтому даже не знаем, что думать. Спустя 15 лет после убийства в Киеве похоронили Георгия Гангадзе. Прощание с журналистом прошло в храме Николая Чудотворца Набережного Украинской автокефальной церкви. Пришедшие проститься с Гангадзе собираются возле храма. Маленькая церковь Николая Чудотворца Набережного на Подоле не может вместить всех желающих. Пока священники Украинской автокефальной церкви проводят панихиду, люди вспоминают о Георгии. Гія Гангадзе сейчас виконав роль людини, яка піднімала дух нашої нації. Українська правда, яку він створив. Проповідував правду. І, власне, робив українців українськими. Загинув як герой, виконавши якийсь свій чин. Тому він пішов на той світ як герой, а наволоч, яка його на той світ відправила, залишилася наволочі. Геви, по-моему, с ним даже и, не надо быть знакомым. Это символ сейчас для Украины, для всего мира, символ правды. Он задавал очень неудобные вопросы на пресс-конференциях. Он был такой, знаете, вот когда он шел просто по коридору, красивый, 1,90 м, такой бесстрашный, с вызовом. Вот, это очень хорошо запомнилось. Наверное, потому, в общем, знаете, всегда стреляют в тех, кто выдается.
Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года. Его обезглавленное тело было найдено в Таращанском лесу. В ноябре того же года лидер социалистической партии Александр Мороз обнародовал пленки Мельниченко, которые указывали на причастность к убийству высшего руководства страны. В 2008-м исполнители убийства были осуждены. Заказчики официально не установлены до сих пор. Александр Мороз считает, что и нынешняя власть намеренно саботирует раскрытие дела. То, что это происходит уже через 16 лет после убийства, только говорит о том, что государство дискредитируется властью. Потому что в деле, где все понятно, все известно, все экспертизы проведены, оценки понятны также, суд не может закончить это дело. Почему? Значит, суд кто-то сдерживает. Тарас Черновол признался, не может избавиться от чувства вины перед Георгием. А мого батька вбивці встановлені, а Бойчишина вбивці встановлені, а ще кілька десятків, назвемо таких, вбивці встановлені. Оцей ланцюжок, вже тут розказував десь, це той ланцюжок, який колись треба перервати, тому що доти, доки він продовжується, доти невід'ємно те, що наступні такі ситуації будуть. Але тоді, коли його не стало, всі ж події 2001 року, на яких одні спочатку, другі пізніше, зробили собі політичне ім'я, і я зробив собі тоді політичне ім'я на його смерті так само. Мабуть, з ідеалістичними якимись поглядами, але всі ми це робили. І мені здається, всіх нас, всіх тих, хто з 2001 року призиву пішов ту велику політику, нам всім десь треба відчувати, що ми перед ними в такій вині, яку ми вже не загладимо. Все это время тело журналиста находилось в столичном морге. Против похорон была мама Георгия, Леся Гангадзе. Она считала, что тело не принадлежит ее сыну. Но спустя 3 года после ее смерти семья Гангадзе решила предать его земле. Рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. З похованням Гії не припиняється справа Гонгадзе. Замовники його вбивства повинні рано чи пізно бути засуджені за законом. Верховенство права є шляхом до встановлення справедливості в суспільстві. А утвердження свободи слова і демократії в Україні буде найкращою пам'яттю про Георгія. Георгия Гангадзе похоронили во дворе храма Николая Чудотворца Набережного Украинской автокефальной церкви. Он был ее прихожанином. Роман Спиридонов, Ислам Пинкаев, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.